2,5 вместо 1500. Президент страны подписал указ об ужесточении наказания за отказ автомобилистов пропустить пешехода. О взаимодействии партии в Госдуме, последних партийных проектах и планах на будущее. Актив города пообщался с депутатом Госдумы Рамзилом Ишсариным. Семья помогает семье. Социальные работники призывают горожан поддержать благотворительную акцию. Об этом и другом в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно поправкам в административный кодекс, устанавливается новый размер штрафа за невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения. Теперь он составит от 1500 до 2500 рублей. Ранее размер штрафа за это нарушение был фиксирован и составлял 1500 рублей. По данным «Известий», только в текущем году в России произошло более 28 тысяч дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. К другим новостям. Сегодня с визитом в Сибая побывал депутат Государственной Думы, руководитель Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» при Республике Башкортостан Рамзил Ишсарин. Он провел встречу с общественностью, партийным активом города, местными депутатами и представителями городских учреждений и организаций. Что обсуждалось в материале моих коллег. На встрече было отмечено, что у партии «Единая Россия» есть серьезные достижения. Фактически все заявленные проекты, а их более 40, успешно выполняются. Ярким примером является проект «Реальные дела», в рамках которого за прошлый год по стране реализовано свыше 900 инициатив граждан. Касаемо нашего города, особенно отличился проект формирования комфортной городской среды, благодаря которому в Сибае благоустроено 5 дворов и 3 общественные территории. Также в рамках реализации проектов правящей партии проведен ремонт уличного освещения в поселке Горный и тротуарной дорожки в поселке Аркаим. Ремонту дорог у нас в этом году выделялось 56 миллионов рублей, хотя изначально планировалось 18 миллионов рублей, но благодаря работе нашей команды, благодаря именно стараниям нашего главы Александровича, который в данный момент пока не работает, но увеличили эту сумму до 56 миллионов рублей. Наша задача – консолидировать общество, мобилизовать как можно больше активных людей на решение первостепенных задач, сказал в своем выступлении депутат Государственной Думы, руководитель Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по Республике Башкортостан Рамзил Ишсарин. Как народный избранник, в своей речи он коснулся проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, который недавно был рассмотрен в первом чтении. По словам Рамзила Ишсарина, по предстоящему бюджету можно дать положительные прогнозы. Также он рассказал о работе Государственной Думы, актуальных законопроектах, партийных инициативах. В ходе своего выступления парламентарий отметил, что сегодня перед партией стоят важнейшие задачи, одной из которых является исполнение предвыборной программы. Накануне проведения очередного съезда, на котором примутся важные для партии решения, сегодня в партии идет на федеральном уровне большая ротация, соответственно, приходят новые силы в руководство нашей партии, и я думаю, что мы на съезде услышим новые идеи, новые планы, новые предложения. В конце встречи состоялось вручение партийных билетов новым единороссам. Все они были длительное время сторонниками партии «Единая Россия» и теперь вступили в партийные ряды. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгинара Схильдина, телекомпания СТВ. Администрация городского округа объявила о проведении конкурса на соискание городской премии имени Рамазана Умитбаева за 2016 год. Выдвижение номинантов и прием конкурсных материалов будет проходить с 1 по 30 ноября 2017 года. Премию имени Рамазана Умитбаева ежегодно присуждают за наиболее талантливые, получившие общественное признание, высокохудожественные произведения – писателей, поэтов, публицистов, журналистов, учителей, работников искусств. По условиям, все произведения должны быть созданы не менее чем за 1 год до дня выдвижения. Такой вклад в культурное развитие города оценивается за последние 10-15 лет. Предоставление работ на соискание премии производится творческими союзами, предприятиями, учреждениями и организациями, учебными заведениями, общественными
общественными объединениями, редакциями средств массовой информации, издательствами. Возраст соискателей не ограничивается. Кстати, премия имени Рамазана Умедбаева была учреждена в 2000 году. За прошедший срок ее удостоились более 20 земляков, добившихся значительных успехов в сфере литературы, просвещения, искусства и публицистики. В этом списке известные учителя, ветераны просвещения Салима Умедбаева, Расима Исувакова, самодеятельный композитор Зухра Файзулина, почетный краевед Рамазан Утегулов, историк Фуат Сулейманов, режиссер Дамир Галимов и другие. С положением о присуждении премии можно ознакомиться на официальном сайте Совета городского округа. Юго-Восточный межрайонный центр социальной помощи семье и детям объявляет акцию «Семья помогает семье». По словам специалистов центра, на учете в отделении социальной помощи семье и детям состоят 99 семей, многие из которых не готовы к холодному времени года. В теплых вещах особенно нуждаются дети. Более подробно об условиях благотворительной акции в интервью специалиста по социальной работе центра Надежды Игнатьевой. Юго-Восточный центр социальной помощи семье и детям объявляет с 1 по 10 ноября благотворительную акцию «Семья помогает семье». В рамках этой акции будет организован сбор детской зимней одежды, книжек и игрушек для детей из многодетных, малообеспеченных семей, состоящих на учете в отделении социальной помощи семье и детям. Приглашаем принять участие в акции магазины детской одежды и неравнодушных горожан. Пункт приема благотворительной помощи находится по адресу Островского, 30, кабинет 12. Выдача гуманитарной помощи будет осуществляться с 13 по 17 ноября по вышеуказанному адресу. И новости культуры. В Сибае прошел выездной этап 5-го республиканского конкурса исполнительского мастерства среди преподавателей детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений сферы культуры. В концертном зале Сибайского колледжа искусств побывала Екатерина Марочкина. Республиканский конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений сферы культуры проходит уже в 5-й раз. Участие в нем принимают более 1000 педагогов. Жюри конкурса, в составе которого видные деятели культуры и искусства Республики Башкортостан, на выездных этапах прослушивают выступления инструментальных и вокальных ансамблей, также солистов, музыкантов и выбирают лучшие номера для финала. Это последний этап конкурса исполнительского мастерства преподавателей музыкальных училищ, колледжей, музыкальных школ, средних специальных учебных заведений. Именно преподаватели, потому что я думаю, что преподаватели должны все время находиться в тонусе, они не только должны уметь хорошо преподавать, но и сами быть замечательными мастерами. Этот конкурс проходит у нас в 2 этапа. Первый этап уже прошел, это на местах, были свои отборы, а второй, вот идет второй заключительный этап, это отслушивают уже большие специалисты, это профессора Уфимского института искусств. Конкурс очень популярен. Огромное количество участников не позволяет провести его в короткие сроки. Организаторы мероприятия определяют несколько городов республики, где и проходят выездные конкурсные прослушивания. На сцене концертного зала Сибайского колледжа искусств выступили педагоги не только из городских образовательных учреждений сферы культуры, а также представители из соседних районов. Наши уважаемые преподаватели очень сильные, довольно держат себя в тонусе, и очень многих не стыдно показать не только в участии на гала-концерте будет у нас в Уфе, в Башкирии, но и на российском уровне, и даже на международном, буквально мастера своего дела. Традиционное творческое мероприятие направлено на активизацию исполнительской практики как вида методической работы преподавателей образовательных учреждений сферы культуры республики. Выявление талантливых исполнителей среди учителей послужит повышению их профессиональной квалификации. Также организаторы конкурса указывают на одну из самых актуальных проблем педагогики в современном мире. Детям нужен пример, а ученикам – уверенность в профессионализме своего наставника. Именно подобные конкурсы дают педагогам возможность повысить престиж профессии и привить интерес учеников к определенному виду деятельности. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Далее в эфире «Детское время». А я с вами прощаюсь. Удачи!